Массовые протесты, силовой разгон и аресты – это результаты двухдневных акций в Беларуси ко Дню свободы. В субботу правоохранители задержали сотни митингующих, в воскресенье – больше 10 активистов. Чего требуют люди, за что их задерживают и какую позицию избрала власть – далее в сюжете. 25 марта. Минск. Несмотря на запрет на проведение мероприятия, в столице Беларуси проходит шествие в честь Дня воли или 99-й годовщины объявления независимости Народной Республики. Этот день в стране отмечается ежегодно. На этот раз на акциях требовали отменить так называемый налог на тунеядство. Милиция и ОМОНовцы задержали сотни человек. Среди них более 20 журналистов. Среди задержанных есть и украинец Руслан Терещенко. Ему уже присудили 15 суток ареста. – 26 марта. Минск. Возмущенные арестами граждан, тысячи людей снова вышли на улицы. Без плакатов и призывов они молча стояли по несколько человек. Однако без арестов не обошлось. В воскресенье задержали около 10 активистов. Акции солидарности с задержанными в столице Беларуси прошли и в Украине. Хай батько почує, що він не всемогутній. Є ще сили більше за нього. І є той, хто насправді вирішує питання, а не КГБ, не Москва, не терор. Жива Білорусь! Слава Україні! Президент страны Лукашенко заверил, ситуация спровоцирована внешним украинским вмешательством. Вот я не могу даже в силу своего характера допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант. Кому-то хочется взорвать обстановку, они используют наших отморозков. Волна акций протеста в стране началась еще в феврале. Белорусы требуют отменить так называемый закон о дармоедстве. Согласно декрету, безработные должны ежегодно платить государству налог в размере $200. Мать 3 детей, не работающая, это тунеядка. Вот и все. Вот здесь критерии невозможно подвести, вот четкую границу определить. Как будут определять, кто будет платить? Потому что ведь есть категории населения, которые и не могут найти, и не хотят, которые брать и на работу их. И они не могут найти, и откуда они будут платить? Сейчас в Беларуси продолжаются суды над задержанными 25 и 26 марта. Аресты в стране уже осудили США и Евросоюз. Лидия Полянская, Заман, АТР.